Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». В студии программы наш постоянный гость, исследователь и архивист Берснако Джабраилович Газиков, человек, посвятивший всю жизнь изучению истории и культуры нашего народа. Его трудовая биография охватывает множество интересных моментов, начиная от работы в агропромышленном комплексе до глубоких исследований в архивах и библиотеках России и за ее пределами. Поговорим о его пути, находках и значении краеведения для современного общества. Приветствую вас. Добрый день. Берснако Джабраилович, насколько мне известно, в 1970 году вы поступаете в университет, заканчиваете экономический факультет на отлично. И как так получилось, что вы связали свою жизнь с изучением нашего края? В какой период появилось это желание? Ну, я в 1980-м, как вы сказали, поступил на экономический факультет Горского сельскохозяйственного института, закончил его в 1984 году. Это верно. Но дело в том, что я в своей жизни, для меня главным все-таки являлась не та работа, на которой я работал, на которой я был оформлен. То есть вся моя жизнь, в принципе, с детства связана с историей ингушского народа. Я любил это с детства, поэтому для меня это является основным. Несмотря, где бы я ни был, где бы ни работал, но вообще-то я все время думал об этом. Что вас подтолкнуло на это? Может, это был ваш учитель или какая-то публикация? Нет, дело в том, что я родился в Казахстане, и это мы были в депортации. Ну, правда, я родился уже в то время, когда там жизнь уже была немножко получше, чем испытывали наши родители. Но с детства мы мечтали вернуться на родину, все время были об этом разговоры. Мне просто это было интересно с детства. Но впервые мне закралось в душу, это когда в 1968 году, вот мне как раз фотография, это мне 14 лет, я купил в нашем книжном магазине книгу «Кавказский этнографический сборник». Это в Казахстане? Нет, это здесь, уже в Малгобеке. Мы вернулись из Казахстана в 1960 году, и вот уже будучи в 1968 году, вот я купил книжную. Дело в том, что сейчас мы, когда говорим «купил книгу», это кажется таким рядовым событием, ничего в этом нет, но тогда дело в том было, что после того, как мы возвратились из Казахстана на родину, то уровень жизни был невысокий, и у детей, в принципе, у нас, вот там, где мы жили, в принципе, денег не было, жизнь была еще достаточно тяжелой, поэтому мне удалось купить на свои детские. Тогда это сейчас, конечно, любой мальчик может купить книгу, наверное, а в то время это было тяжело. Для нас, по крайней мере, это было тяжело. И я купил эту книгу. Купив эту книгу, я ее прочитал, увлекся очень. И дело в том, что в этой книге также это публикации в Тбилиси. Есть ряд публикаций, где даны слова на грузинском языке. Мне просто интересно было, и я выучил алфавит. Язык я не выучил, на алфавит я выучил грузинский, азбуку. Что мне потом помогло читать по-грузински, хотя бы читать. И это явилась эта книга. Потом после покупки книги я, одновременно в это время я читал все, что связано с историей Ингушетии в наших библиотеках в Малгобеке, во всех библиотеках был записан. Я хотел найти ответы на вопросы происхождения древности ингушей. Но в то время, в той литературе, которая имелась, я не находил ответа. И для себя решил, это было просто для себя решение, что я, когда вырасту, сделаю все, чтобы найти все, что есть написано об ингушах. То есть узнать историю ингушского народа. Ну, это просто была мечта, мысль такая была, и я ее решил осуществить. Поэтому в жизни у меня были разные периоды. Я работал на разных должностях, на разных работах. Но главным все-таки для меня было изучение истории. Поэтому где бы я ни был, в каких бы краях я ни был, я в первую очередь посещал музеи.
там, где я бывал, библиотеки, вот. А архивы это уже было позже уже. Вы начали, получается, посещать библиотеки, архивы в Ингушетии, и только потом уезжать за пределы России? Нет, я сначала изучал библиотеки просто, потому что других возможностей изучать архивы не было. Поначалу это были библиотеки. Я перечитал все, что можно перечитать. Затем в 1971 году я записался в Республиканскую библиотеку в Владикавказе. И вот где там действительно я посмотрел редкие вещи, очень редкие вещи, 19 века книги, различные газеты советского времени, начала 20-30-х годов. И действительно здесь было очень много информации. И вот так, увлекаясь, как говорится, с каждым годом, все это время шло, а мы все читали, увлекались, но тогда не было возможности копировать. Вот. А в лучшем случае можно было купить книгу какую-то, но копировать не было возможности. Вот. Лучше еще можно было там сделать фотокопии. Ну, что в то время... Но это было очень затратно. Затратно, даже да. сейчас. Поэтому мы, как бы сказать, больше читали, что-то мы записывали. В 1973 году я попал в армию. И вот попал в армию, казалось бы, в армии служба. А где вы служили? Служил в Тбилиси. Вот армейская фотография. И вот фотография как раз она к месту, потому что это я стою на дежурстве, а напротив меня находится библиотека, армейская наша библиотека, в которой я часто, значит, пропадал и читал. А там действительно в этой библиотеке было очень большое количество литературы по истории Кавказа. Повезло мне, я записался в Санкт-Петербургскую библиотеку. То есть начались ваши выезды, да? Да, уже начались, но я как раз работал в Новгородской области, мне было близко. Но до этого надо сказать, что я занимался сбором книг, вообще книги собирал. Ну, разумеется, с акцентом на историю Кавказа, историю Ингушетии. За время работы было очень много контактов, было очень много известных людей, с которыми я встречался. Прошло много лет, возникает вопрос, столько лет изучая, казалось бы, уже можно было бы собрать все, что есть. А оказалось, что это не так. Чем дальше мы движемся, чем дальше мы изучаем, то обнаруживаем, что мы еще очень многого не знаем. То есть еще очень много документов, очень много материалов, которые проливают свет на нашу историю, на наш язык, на наш фольклор. Поэтому нужно изучать глубже, больше. И радует то, что в народе очень ценят эту работу. Вот, я ощущаю на себе внимание людей, теплые отношения. Вот. И действительно хотелось бы, конечно, успеть собрать все то, что осталось, то, что еще мы не смогли выбрать. Хотел бы сказать, например, я когда служил в Тбилиси, разумеется, я после, когда была уже возможность, это где-то 89-90 годы, поехать в архивы. Вот первый архив, куда я поехал, это был исторический архив Грузии. И здесь пригодились те мои скромные познания в плане умения читать по-грузински. Мы обнаружили, например, в журнале «Мацне» статью, касающуюся... Здесь есть материал, связанный с ингушами, и он связан с именем Мате Албуташвили. Мате Албуташвили – просветитель крестьянского происхождения, родом из селения Джоколо. Смотрите, вот журнал «Историани», грузинский журнал, и здесь в этом журнале вот Мате Албуташвили. Он священник. Вот. Но дело в том, что здесь для меня, что было очень важно, здесь написано «Вилгодан». Видите, Вилгодан. Вилгодан означает, что он галга, грузинский исследователь, грузинский просветитель, писал очень много статей. И в этих статьях он затрагивал жизнь и быт кистов, то есть ингушей. И вот затем, значит, был поднят вопрос в 2012 году, и надо было найти материалы, связанные с
Второй мировой войной. И вот там нам удалось поработать в Staatsbibliothek в Берлине. Это вот как раз для меня зарезервирован был 13-й номер в Бундесархиве. Но к нашему счастью мы обнаружили несколько документов, связанных с обороной Малгобека. Это очень важные документы. Они не были в печати, они неизвестны исследователям. Вот. И что характеризует, документы характеризуют, это 1942 год, очень сильные бои, очень кровопролитные бои в районе Малгобека. Вот. Эти документы также требуется, необходимо их сделать перевод, публиковать. Вот. И тем более, что там в одном из документов сказано, что только расположение одной части немецкой за время с 16 декабря по 31 декабря 1942 года советскими войсками было совершено 75 атак. Это если на 15 дней разделить, то получается 5 атак в день. Вот какая была интенсивность боев в районе Малгобека. А что касается поездок, огромное количество выездов за границу. Происходили ли какие-то курьезные ситуации? То есть сможете ли вспомнить что-нибудь, что запомнилось вам больше всего? Были и рискованные вещи, риски так, были. Поподробнее. Да, риски были. Например, это в начале 90-х, когда, значит, в Грузии, значит, была такая сложная обстановка. И в это время я поехал туда, на автобусе. И дело в том, что там автобус окружили автоматчики бородатые. Вот, всех, значит, проверяли, всех вынимали, но меня не тронули. Вот. И вот когда я пришел в архив, директор архива Зурабжвания говорит: слушайте, говорит, а у вас есть какой-то документ? Я говорю, есть паспорт. Так паспорт это сейчас не документ. Вы видите, что на улице творится? Это же очень риск большой. Я говорю, ну, у меня нет ничего другого. И вот он взял, у меня дома это сейчас, я не взял с собой, пропуск в архив. И там на пропуске, на обратной стороне, написал по-грузински что-то. И мне говорит, ты знаешь, что я написал? Я говорю, нет, не знаю. Я написал этого человека, это друг Грузии, это ингуш, чтобы его не трогали. И вот этот документ он мне сохранился. Эта надпись вас спасла, да? Да, ну не то, чтобы спасла, но просто он заготовил на всякий случай. Вдруг, если что, покажете, хотя бы так, говорит. Хочу отметить здесь работников архивов. Это люди добрые, порядочные. Всегда я находил понимание, хорошее отношение к себе в любых архивах, независимо, где бы я ни был. А вот у вас фотографии это сделаны в архивах, да? Да, вот смотрите, ну здесь у меня разные фотографии. Вот мы работали в Киргизии, вот это киргизский городской архив, вот Киргизия. Здесь вот в Москве вот мы встречались, вот смотрите фотографии, здесь сидит Беков Ахмед и Тамерлан Муталеев. Мы там как раз мы касались вопросов работы в архивах. На других фотографиях, вот это здесь мы в Элисте, в Калмыкии. Здесь хотел бы еще показать вот фотографии. Это Игорь Карпеев, это специалист, его сейчас нет в живых. Он работал в военно-историческом архиве. Он занимался историей Ингушетии. Он изучал военную элиту ингушскую, делал много публикаций. Мы работали в разных странах даже работали. Это и Казахстан, это и Азербайджан, это Стамбул. Очень много мест, где хочется еще побывать, поработать. Говоря вот о деятельности, о каких-то результатах, если скажут, можно поставить такой вопрос, столько лет занимаетесь, что интересного? Да, более 50 лет, насколько мне известно. Ну, в общем, можно сказать, результаты какие. Например, по работам о Весенгире Магомеда Жабагеевых, это уже на сегодняшний день более 1000 публикаций. Мы их собрали. Мы собрали около 1000 публикаций Заурбека Ахушкова. В свое время выявляли работы известного краеведа, этнографа Фомы Ивановича Перепекина. То есть мы вынимали много документов по разным другим людям. И вот еще хотел добавить, что работа в архивах, мы обычно говорим архивы, на самом деле
работа, она комплексная. Она связана не только с архивами, она связана с библиотеками, с научно-исследовательскими институтами, с музеями. То есть нам пришлось работать в разных учреждениях, в разных местах. Вот. В свое время мы посетили несколько сотен поездок. Это Нальчик, Грозный, Владикавказ, Ставрополь, Тамбов, Воронеж. В свое время Ингушская автономная область, когда она была ликвидирована, то мы потеряли материалы, касающиеся нашей истории. Затем при размежевании, так сказать, при разделении в Грозном мы опять не получили никаких документов. Поэтому, когда образовалась республика, мы начали собирать документы, в смысле формировать уже в республике с нуля. То есть у нас не было здесь ничего. Даже обыкновенные книги, выходившие каких-нибудь там 30 лет назад там, или чуть больше, нам приходилось эти книги копировать, привозить копии. То есть вот так сложно было. И вот эта наша работа, которая сегодня ведется нашими учреждениями, она была начата с нуля. И поэтому, но сегодня мы можем с гордостью сказать, что у нас есть достаточное количество материалов. Мы можем заявить о себе во всех отраслях, о наших людях, о наших деятелях. Бирснакут Джабрилович, по вашему мнению, какие навыки необходимы для успешной работы в архивной области? Ну, самое главное, видимо, это любовь к этой деятельности, любовь к своей родине, любовь к своему народу. Это самое главное, наверное. Это одно. С другой стороны, здесь очень важно иметь определенный кругозор, широкий кругозор знаний, потому что, когда мы работаем разными отраслями. То есть это и геология, и литература, и лингвистика, много разных. Это военная служба. Нужно знать достаточно много. Ну и основным, наверное, главным здесь является это терпение. Терпение, потому что порой для того, чтобы найти что-то, приходится долгие часы, а то и дни, может быть, искать, перебирать большое количество материала. А что именно для вас значит быть архивистом? Я где-то подразумевал, что когда будут образованы учреждения наши, ингушские, то мне будет легче. И думаю, тогда уже я могу спокойно работать по специальности. Но оказалось так, что несмотря на все то, что мы имеем, все-таки работу нужно было продолжать. Вот поэтому я, и тем более, что мне помогали люди в моей работе. Я бы здесь хотел отметить и финансирование в свое время, это 95-97 год, Мухарбеком Аушем, депутатом Госдумы. Позже, в 2000-2002, где-то 2 года с небольшим финансировал Амир Базоркин. То есть это процесс, который, если ты уже включился туда, в этот процесс, оттуда и не хочется выходить. Это очень увлекательно. И тот, кто занимается архивами, он, видимо, никогда не бросит эту работу. А вот что вы можете посоветовать молодым исследователям, которые так же, как и вы, хотят начать эту работу? Какой совет вы можете дать им? Ну, я думаю, что, во-первых, нам надо иметь в виду исследователям, надо заниматься историей Ингушетии. У нас очень много проблем. Проблемы какого рода? Дело в том, что есть литература, например, советского времени, она во многом была тенденциозной. То есть, поэтому нам нужно глубже вникать в эти проблемы. И это касается и нашей истории, касается нашего языка. Поэтому нужно обращать внимание, критически подходить к публикациям, которые были. И сегодня это легче сделать, потому что многие наши люди имеют высшее образование, образованные, которые окончили высшее учебное заведение не только в России, но и за рубежом. Это квалифицированные люди, знающие разные языки. Поэтому у нас сегодня больше возможностей. И поэтому нужно использовать
Почему? Потому что мы вот работали с польскими изданиями, мы работали с немецкими изданиями, и оказалось, что очень много, это где-то 1000 публикаций на немецком языке об ингушах, на польском языке очень много. Поэтому знание языков польского, французского, там, английского, немецкого, это позволит нам качественно перевести те труды тех исследователей, которые писали о ингушской истории. Это поможет, но нужно критически подходить. Вот. И сегодня есть уже определенная база, есть наработки, есть публикации. Поэтому нужно, все будет в руках молодых. Молодые будут двигать нашу историю. А я верю, что наша история – это великая история, древняя история. Наш народ с древней культурой, с древним языком. Вот, поэтому у нас все впереди. Берснакот Джабраилович, мы благодарим вас за ваш огромный труд. Желаем вам дальнейших успехов в вашей исследовательской деятельности. Спасибо. Сегодня мы узнали о захватывающем пути Берснакот Джабраиловича как исследователя и архивиста. Надеемся, что этот выпуск стал для вас, дорогие телезрители, не только познавательным, но и вдохновляющим. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!